Здравствуйте. Этот выпуск «Экса» записан в Русском драматическом театре. По простой причине гость нашей передачи был в Якутске всего лишь только 2 дня. И, по сути дела, все эти 2 дня провел в Русском драматическом театре. Здесь выступала антрепризная группа из Москвы, которую пригласило театральное агентство «Браво» со спектаклем «Любовь без правил». Ну, а гость, о котором я сейчас говорю, это Сергей Глушко. Больше, наверное, известен как Тарзан, известный стриптизер, я не знаю, муж Наташи Королевой, актер драматического театра, офицер запаса. Амплуа очень много было у этого человека. Поэтому было интересно побеседовать с ним, и он согласился ответить на несколько моих вопросов сразу после одного из спектаклей. Спаси меня, иначе я умру. Всегда. Твою поездку я расстрою. Я приложу к тому все силы. Спокойно, вот 7 дней. Как жажду я обнять тебя. Как жажду говорить с тобой. Обнять? Зачем же стало дело обнять меня? Ты можешь смело. Что сказать? Я падаю. Что? Падаю я. Падай. Остановилась вдруг, сеньор, моя. Сергей, знаете, вот предварительно посмотрел несколько интервью, которые вы прежде давали, да? У меня такое впечатление создалось, что я иду на встречу с разведчиком-нелегалом. Почему? У них всегда есть легенда какая-то, да? И вот такое впечатление складывается, что вы тоже как бы строго так вот дозированную информацию даете о себе, что, к чему и как. Раздеться порой легче гораздо, чем раскрыться. Это... Нет, я в интервью, как правило, то есть можно долго говорить, растекавшись по древу, но это, наверное, сказывается военное мое прошлое, да? На поставленный вопрос четкий ответ. Без там сильных колебаний в сторону. У вас такая специфика, что вы не можете расслабляться, я так понимаю, что во время гастролей тоже. Как вы себя во время гастролей держите в теле, в тонусе? Расслабляться. Держать в физической форме, наверное, просто надо делать это периодически когда-нибудь. Но не каждый день? Нет. Я же не профессиональный спортсмен, которому надо быть постоянно. То есть я в тонусе нормально все это. Сон это тоже, Да. Тренаж. Тоже тренаж. По-военному говоря, да? Да. У вас диета какая-то есть специальная, нет? Диета есть, она не какая-то специальная, то есть сейчас в этом смысле изобретать какие-то велосипеды очень сложно, да и не нужно, наверное. Уже сейчас масса литературы, масса информации, можно зайти в любой опять же, спортзал, где грамотный инструктор тебе расскажет на молекулярном уровне, что надо кушать, что не надо кушать, куча информации в журналах, поэтому ничего я не скажу нового. Единственное, что слушая и читая все эти вещи, все эти советы, не надо кидаться как сразу в омут с головой. Надо подумать и примерить это к себе, потому что все эти вещи, они очень индивидуальны. Уже просто с течением времени я уже научился свой организм прислушиваться к нему, тоже важно. Надо слушать себя и пытаться понять, что тебе надо, тук-тук, и оттуда должны тебе подавать какие-то сигналы. Вот когда эта взаимосвязь налажена, тогда гораздо проще. Можно не вдаваться в химию пищи, просто следовать велению, говорят, сердца, да, а тут велению желудка или не знаю чего угодно. В армии такие вещи, по-моему, не воспитываются. В армии нету возможности такой. Да. Ты можешь все что угодно мечтать, что тебе дали овсянка сыр и все, собственно говоря, на этом. Перловка. Если бы, скажем, у вас не было необходимости зарабатывать на жизнь, так вот по-простому, если сказать, вы чем бы могли заниматься? Так я же не родился для того, чтобы танцевать стриптиз. Я не писал в анкетах школьных, да, когда писали, кем ты хочешь стать. У меня художественное образование в плане, то есть я закончил художественную школу. То есть я рисую. Рисовал, рисую, в принципе, иногда сейчас тоже. А когда-то я делал это неплохо.
Вот. Потом, опять же, я же поступил и закончил военно-инженерный вуз, Академию имени Можайского, военно-космическую, и служил в качестве офицера на космодроме. То есть, в принципе, я инженер. А уже потом, так волей судьбы получилось, что, уволившись из армии и переехав в Москву, тоже не сразу, опять же, потому что пишут часто, он служил в армии, уволился и стал стриптизером. Тут же. Да, то есть это Один шаг. неправильно, да. Это между этими двумя событиями куча времени и куча событий. Я учился, где только не был. Я учился на страхового агента, закончил, у меня даже до сих пор где-то валяется корочка страхового агента. Ходил на курсы американского языка разговорного. Даже, как закончил. Я честно подошел к диплому, учился в некой академии международного бизнеса. Уже написал диплом, а академия оказалась там конторой «Рога и копыта», самой распустилась. Предварительно собрав денежки, естественно, с таких вот, как я. Вот. Очень много было всяческих походов, собеседований и проб себя. А танцы было случайное предложение абсолютно. И то до этого я работал потом в модельном бизнесе. Причем достаточно так у меня успешно все шло. Работал в фирме некой менеджером мебельной. Поэтому очень Чего много, только не было. очень много, да, всего. И охранял я что-то там где-то. Чего только не было. Так. Сеньор, все равно вы скоро узнаете о нашей свадьбе. Конечно, не только я. Зовут Вениса. Это вот это вот, который бегает, вот это вот Вениса. Нет. Вениса. Вениса. горячо друг друга любим. А теперь позвольте мне, сеньор, идти. Сеньор, я вам желаю счастья на 100 лет. И пусть она вам ежедневно отменный делает. Вы бы хотели, чтобы сын повторил вашу судьбу? Если ему это будет по душе, да ради Бога. Я на своей шкуре знаю, что в этом нету ничего зазорного, что если это делать с честью, да, да пускай будет, пускай перещеголяет отца. Даже так? Ну а как? А у него как внешние данные есть к этому? Никто не рождается, В сцене, я имею в виду. Тарзанами не рождаются, Тарзанами становятся. Даже так? Поэтому нельзя говорить, что вот здесь вот что ты не займешься мужским занятием, да, иди на стройку или бизнес построй. Ребята, я знаю, у меня есть друзья бизнесмены, у которых, они в порядке, в полном, зарабатывают хорошие деньги, которые мне, допустим, не снились. Но, будучи со мной знакомыми, они завидуют той возможности раскрыться, да, выплеснуть этой самореализации, которая у меня есть. А у них этого нету. Почему на Западе существует очень распространенная профессия психоаналитик? Да. Потому что люди настолько в своем этом, они делают бизнес, но у них настолько накапливается все, они же всего лишь люди, они же не машины. Они забывают про это. И поэтому все это варится внутри, и куча проблем у людей. Психологических, физических, каких угодно. В нашем исполнении, я имею в виду в нашей стране, стриптиза как такового, как на Западе, допустим, нету. У нас другой менталитет, и с учетом него строится программа. Она сродни театральной. А потом у меня сейчас на стриптиз, хоть и с него все начиналось, но на самом деле у меня 5 спектаклей. Я закончил ГИТИС в этом году, диплом получил. Еще есть съемки в кино, поэтому все это занимает. Еще есть гастроли с супругой, где я еще и пою иногда. Так что очень много всего. Все это параллельно существует. И
Еще семья у меня есть. Тоже надо ей уделять какое-то время. Благословение послушным сыном. Дай Бог тебе большого счастья. Дай Бог тебе жену, такую, какой ты хочешь обладать. Но я скажу тебе, как мать. Да я сама решу, как. Не берусь судить о том, насколько раскрылся Сергей Глушко в этом интервью, но мне, по крайней мере, было интересно с ним беседовать. Ну а вам, надеюсь, было интересно слушать эту беседу. На сегодня все. До свидания.